После объявления тревоги не проходит и минуты, как дети организованно начинают выходить из здания. Видно, как во время всей этой суматохи старшеклассники не забывают следить за младшими, тщательно проверяют каждый класс и выводят оставшихся детей. Самых маленьких ребята берут на руки и все вместе направляются в укрытие. Последними из здания выходят учителя. Не успели дети вернуться из укрытия, как прозвучал сигнал пожарной тревоги. Ребята тут же бросаются тушить очаг возгорания. Кто-то несет песок, другие бегут с ведрами воды. Благо, все оказывается под рукой. Железное правило школы: первичные средства пожаротушения всегда должны быть на видном месте. Наконец, огонь потушен, и можно вздохнуть спокойно. Но не тут-то было. По легенде учений, впереди детей ждало землетрясение. Из-за сильного толчка здание начинает рушиться, и двери на первом этаже оказались заблокированы. Школьники, не создавая паники, нашли выход из положения. Детей начинают спускать по веревке из окна второго этажа. Как и в первом случае, веревкой все необходимые приспособления находятся в положенном месте. После землетрясения у детей начинается паника, они не могут найти товарищей. За дело принимаются спасатели. Спустя какое-то время ребят находят среди завалов. У некоторых из них серьезные ранения. В этот момент как раз и подоспел и медицинский персонал, который оказывает пострадавшим первую помощь. Далее ребят ждали веселые старты, перетягивание каната, а также сборка и разборка автомата. В этом деле с юношами состязались и девушки. Анна Амичба учится в 11 классе. В сборке и разборке оружия не уступает никому. В открытых уроках по гражданской обороне участвует каждый год. Говорит, это помогает собраться и организованно действовать в любых ситуациях, особенно чрезвычайных. Это жизненно необходимо, что бы ни случилось при любой ситуации. Человек должен знать, как себя и других тоже защитить. Все, к чему готовились, получилось. В Джгярдской средней школе учатся около 80 человек. Уроки по начальной военной подготовке и гражданской обороне им преподает директор школы Амер Карасман Аглы. Проведение подобных мероприятий руководство школы считает необходимым. Дети хорошо подготовлены и знают, как вести себя в чрезвычайной ситуации. А это самое главное. Ну, я думаю, что учения прошли нормально. Все было в норме, все было хорошо. Можно сказать, на 4 готовы. На 4. Ошибок не допустили. Все были на местах, все знали свои функции. На сегодняшнем мероприятии присутствовали представители Министерства по чрезвычайным ситуациям. Они были приятно удивлены уровнем подготовки детей. Сегодня мы увидели организаторов, хороших организаторов, и причем они все профессионально подошли к данному мероприятию. И мы в дальнейшем будем вместе с ними работать, будем улучшать это все. Красиво, профессионально, что тушение пожара, что воздушная тревога, все это было сделано очень хорошо. Пока это единственная школа в стране, которая на таком уровне проводит Дни гражданской обороны. Совсем недавно к акции присоединилась еще одна школа в городе Очимчира. В планах районного отдела образования в ближайшее время приобщить к урокам по гражданской обороне и другие учебные заведения. Зария Смырлеона Адлиба, Абхазское телевидение.